Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре пятница, 7 июля. Сегодня, по прогнозу синоптиков, ожидается пик жары. В некоторых округах республики столбики термометров превысят отметку в 32 градуса. Так что, выходя из дома, не забудьте прихватить с собой головной убор и воду. В знойные дни спасать от солнца нужно не только себя, но и асфальт под ногами. Ну, по крайней мере, так говорят коммунальщики. Если не охлаждать дорожное полотно в жару, то оно может деформироваться. Так что сегодня вновь ждем на чебоксарских трассах поливальные машины. Вот куда спецтехника точно не доберется, так это Лапсарский проезд. Дорога в промзоне вся сплошь в таких глубоких ямах, что в них вязнет даже общественный транспорт. И такое положение дел там последние лет 10 точно. Реконструировать 4 километра дороги, точнее то, что от нее осталось, столичные власти обещали в этом году. Но на днях мэрия Чебоксар передумала. Работы перенесли на ближайшие 2 года. В чем причина? Сегодня это выяснит наша съемочная группа. Она будет работать на Лапсарском проезде. Подробности расскажем в выпусках «Вести Чувашия». А теперь о том, как люди спасаются от жары. Конечно же, все тянутся к водоемам. Правда, о правилах безопасности редко кто вспоминает. А зря. К началу июля в Чувашии зарегистрировано уже 13 происшествий на воде. Наша съемочная группа сегодня вместе со спасателями отправится на центральный пляж столицы и проверит, как отдыхают чебоксарцы. Подробностями рейда поделимся сегодня в дневном выпуске новостей. Не пропустите. Завтра Россия отметит День семьи, любви и верности. Православная церковь в этот день чтит память святых благоверных Петра и Февронии Муромских, которые считаются небесными покровителями семьи и брака. Сегодня вечером в 18 часов у памятника святым Петру и Февронии на улице Константина Иванова в столице пройдет молебен о семейном благополучии, который отслужит владыка Савватий, митрополит Чебоксарский и Чувашский. К общей молитве может присоединиться каждый желающий. Также сегодня в преддверии Дня семьи, любви и верности чебоксары в 3-й раз примут финал конкурса «Успешная семья Приволжья». Участники, это 14 многодетных семей со всего ПФО, уже приехали в столицу. Отмечу, что на окружном конкурсе представлять нашу республику будет семья Никитиных-Чучаковых из Мариинско-Посадского округа. Каждая семья должна будет показать максимум своих творческих способностей и убедить жюри, что она лучшая. Определить самую успешную семью, говорят организаторы проекта, как всегда будет непросто. Чем родители с детьми будут покорять зал Чувашской филармонии, своими глазами увидит моя коллега Людмила Майкова. В дневном выпуске ждем ее в прямом эфире. Она выйдет с нами на связь. Рабочая неделя подходит к концу. Впереди долгожданные выходные. Как же провести их так, чтобы и впечатления остались, и фотографии на память? Правильно, отправиться в мини-отпуск. Кстати, завтра стартует первый рейс еженедельного тура выходного дня «Чебоксары-Казань, Чебоксары». Судно из Чебоксарского речпорта выйдет в 8 часов утра. Гости из Чувашии побывают, например, в Казанском Кремле, главной соборной мечети Кул-Шариф, Богородицком монастыре. Жители Татарстана, решившие на выходные посетить Чебоксары, уверены в региональном Минэке, тоже культурно обделенными себя не почувствуют. По каким местам путешественников будут водить и какими блюдами угощать, расскажем в дневном выпуске. Таковы вести к этому часу. Желаю вам легкого завершения рабочей недели и насыщенных выходных. Оставайтесь на телеканале «Россия».